Так, добрый вечер. Со мной снова в гостях, у меня на канале Реалити и потом, наверное, на канале Юрия Гарри Табаха, а, собственно, Гарри Табах, Гарри Юрий Табах. Приветствую тебя, Юрий. Спасибо, что... Салам алейкум, Аслан. Салам алейкум, мой дорогой. Шалом, шалом, приветствую тебя. Спасибо, что согласился принять участие, ответить на мои вопросы. Гарри, Я ситуация постараюсь. да, ситуация, в принципе, та же, которая была вот несколько недель назад, когда мы с тобой разговаривали на эту тему, касательно чеченцев и не только чеченцев, других кавказцев, которые проживают в Украине, в том числе и азербайджанцев, тоже и по этническому признаку выдворяют, вносят вот этот санкционный список наравне с ворами закона, с ворами закона и так далее. Что ты по этому поводу сейчас знаешь, какой информацией располагаешь, ситуация как-либо Я меняется думаю, или да, нет? я думаю, что ситуация очень изменилась сильно, но не благодаря власти, так скажем, а благодаря украинскому народу, благодаря украинским воинам, которые не дают своих товарищей в обиду. Они выходят, они говорят, они подписывают петиции, они возражают в СМИ, рассказывают свою ситуацию, не понимают почему, потому что они приехали в Украину воевать за Украину, воевать против российской агрессии. Многие из них пострадали, ничего не просят, им не как гражданам Украины там не выделяют за то, что они воевали там кусок земли или дают гражданство или еще что-то, они даже этого как бы не просят. Ну вот вдруг ни с того ни с сего, ну как ни с того ни с сего. После того, как приехала Нуланд и Блинкен, после того, как были разговоры с Путиным по телефону, вдруг вот такие списки. Ну понятно, там воры в законе, но вдруг в эти списки попадают люди, которые воевали за эту страну, которые воевали против России. Конечно же, эти люди кавказцы, в основном чеченцы. И вот общество украинское этим недовольно. Потому что был прецедент при бывшей администрации, когда опять же после разговора с Байденом, тогда вице-президентом, Байден уволили по настоянию Байдена, это в видео показано, он говорит, $1 миллиард не дам, если вы не уволите Шокина, генпрокурора, и не поставите Луценко. Вот он так, какое вмешательство наше. Но почему-то импичмент устраивает Трампу, хотя делает это Байден. И сразу же после этого новый генпрокурор выдает одного из бойцов России своему врагу. Ну, тогда люди про это не знали и только узнали про это. Теперь этот несчастный человек, который попал в Россию, ему там дали 18 лет, и он Тимур Тумгоев. вспорол себе живот, да. В принципе, это ему дали смертный приговор, только медленный такой, мучительный. Да. Но сейчас это дано огласке. И, конечно же, насколько я знаю, в судах, это уже в судах, и суды выигрывают. Эти люди выигрывают суды, но все равно эти списки остаются. Все говорят, да, это списки поменяются, да, и президент об этом знает. Вчера буквально я разговаривал с одним депутатом из Рады, который тоже возмущен этим, и он не понимает. Я его спросил, а как это вот в вашем демократическом обществе, вот вы представителю Рады, вы же можете запросить там СБУ, РНБО, Министерство юстиции, Кабинет министров, они же должны вам ответить, как вот без суда и следствия люди, которые... Я говорю, я не вмешиваюсь в вашу внутреннюю политику, это вы. Но тут происходит явный развал ваших вооруженных сил. Это выбивает дух ребят, которые служат, которые воюют, потому что они понимают, что их товарищи, с которыми они воевали, проливали кровь, вдруг попадают в категорию, не только в категорию там воров в законе,
без суда и следствия, а еще их выдают врагу, их возвращают врагу на явную смерть, с которым чтобы знали. идет война. Ну, чтобы это такой показатель, что, мол, не воюйте против нас, против России, потому что вы вернетесь к нам, и вам покажем, никуда вы от нас не денетесь. Да. Это же подрывает боевой дух вооруженных сил Украины. Да. И я это говорю только как, может, там, вы можете меня называть как угодно, но как там, защитник воинов. Я не люблю, когда так получается, и я высказываю свое мнение. Пожалуйста, покажите, пожалуйста, через суды, демократическое общество, демократическая страна, которая стоит на правильном пути, через суды, через все остальное вы показываете, что этот человек был криминал, да, воевал, да, медаль получил, да, хорошо, но совершил преступление и теперь понесет наказание в Украине. Почему его надо выдавать России против тех, кого он воевал? Но это даже не гуманно, это неправильно. Это стрелять самому себе в ногу, получается, во время войны. Как? Да и в голову, можно Или сказать. В голову, я да. Считаю. Или вот этот депутат сказал мне, он говорит, я не знаю, я посылаю запросы туда-сюда, никто мне ответ не дает. Вот посылает там отсюда туда, оттуда сюда, обратно. Не мы это, они, не они, это мы. Но я понимаю, как это бюрократия, как эти чиновники начинают перекидывать на другие сферы, на другие министерства. Это у нас тоже на это похоже. Есть такие вещи. Когда ты не можешь добиться правды на это, и что для этого существует в демократическом обществе? Для этого существуют суды. Когда ты идешь в суд, и суд решает, правы они власть или не права власть. Правы эти чиновники или неправы чиновники. На сегодняшний день, насколько я знаю, суды выиграны. Суды функционируют в Украине. Вот власть сказала так, а суды решили по-другому. Угу. Это уже такой показатель демократического общества. Конечно. Независимости судов, да. Но списки, насколько я понимаю, все равно остаются. Да. И эти люди все равно, как бы, все их счета арестованы, они не могут заниматься бизнесом, они не могут звонить, они не могут двигаться, они не могут посетить своих родных в другой стране, там, в Турции или еще где-то. Эти люди под таким домашним арестом оказываются. Да. За что, почему, непонятно. Каким судом это им... Гарри. И на это... Да. Я также говорил не только, я говорил с пару генералами, и бывшими, и на действительной службе сейчас. И они тоже возмущены, что происходит с чеченцами. Да. Поэтому, я чувствую, Аслан, честно тебе сказать, что сейчас такая волна с этим поднялась, что это правосудие должно восторжествовать. Справедливость должна восторжествовать. Да, потому что есть закон, есть правосудие. Да, совершенно верно. Должен, что восторжествует. Ну, дай бог, да, обязательно она восторжествует, справедливость обязательно будет. Мы именно для этого с тобой сейчас об этом и говорим, и много сил прикладывают, много людей уже прикладывают к этому, это очень хорошо. Но вот ситуация выходит за рамки вот именно батальона. Я разговариваю уже с другими чеченцами, которые тоже обращаются ко мне с Украины. Они некоторые... они не воюют в данный момент, но все выехавшие от режима, российского оккупационного режима из Чеченской республики, Ичкерия, это Исаев, Саитов, Каимов, Шатов, Тадаев, Амагов. Есть 6 человек, которые представляют диаспору, бизнесмены, ни к какому криминалу не имеющие отношения, люди, у которых родились в Украине дети, имеют кто-то вид на жительство, кто-то, может быть, и гражданство, дети учатся в университетах, и эти люди не являются таким криминалом. И если, как ты только что сказал, если они являются криминалом, накажите. Это даже
законнее, чем отдавать Да. своему врагу, потому что совершено преступление, если оно совершено, то в этой юрисдикции и должно быть наказание этому преступлению. Да. И сейчас очень такой, да, вероятнее всего, и это нельзя отрицать, есть агентура, да, какая-то российская, чеченоговорящая, да, и об этих людях мы не говорим. Мы говорим только о добропорядочных людях, которые, или же, может быть, даже если они совершили преступление, дайте им возможность защищаться, как это полагается в цивилизованном государстве. Наказывайте их И наказывайте, да. как по закону, как и других людей. Если он был пьяный за рулем, это одно наказание. Если он ограбил банк, это другое наказание. Если он убил человека, это третье наказание. Конечно, для этого есть статьи. Да, для этого есть правосудие, которое должно восторжествовать. Но дело все в том, что я прочел, вот всех, кого ты сказал, я лично вот прочел характеристики этих людей. Это походу добропорядочные люди, которые работают, платят налоги, зарабатывают. Совершенно. У правоохранительных органов к ним нет претензий. Нету, они показывают, я вот видел все бумаги, там, это СБУ, от Министерства внутренних дел, от прокуратуры, которые говорят, нет, за этим человеком ничего не числится, нет, никакого криминала за ним нет, там даже до такой 2 штрафа за нарушение дорожного движения. До такой мелочи даже доходит. Да? Так каким образом эти люди оказались в этих списках и почему? То, что они сейчас не воюют, это не так важно. Или то, что они сейчас вот в этой войне не участвовали. Но большинство из них участвовало в первой и второй кампании против России. Поэтому они и оказались. Многие из них были ранены и приехали на лечение в Украину. Так или иначе, они враги путинского режима. Они воевали против путинского режима на стороне Украины или на стороне Ичкерии или на стороне Грузии, неважно. Да. Они личные вот эти вот враги Путина, из которых он должен сделать пример, чтобы другим было неповадно. Другим было неповадно. Совершенно верно, я полностью с тобой согласен. Именно об этом многие украинцы сейчас уже говорят, о том, что ты сейчас говоришь. Но я не понимаю, почему в Украине есть такие силы, которые это делают. Это же абсолютно во вред Украины. Это явное вредительство Украине и вредительство украинским вооруженным силам. Совершенно верно. Это государственности. Да? Да. Гаррис, вот смотри, я только что, вчера вышел этот ролик, я только что перед самым нашим с тобой общением посмотрел на настоящем времени сюжет, фильм такой короткий, получасовой, где один украинский, это совместный настоящего времени с украинским журналистом, с каким-то каналом, не помню, каким сделали фильм про Зеленского и олигархат в Украине. И Зеленский контактирует с олигархатом, негласно контактирует, хотя сам же говорит, что следовало бы открыто проводить, публичные проводить такие встречи с олигархами, чтобы не было никакого слияния или каких-нибудь там подпольных дел нехороших. Зеленский уже научился быть политиком. Да, он уже даже себя ведет, даже отвечает на вопросы, такой агрессивный такой стал. Хитро, да. Да. И не связаны, а где есть олигархат, там обязательно есть российские спецслужбы, потому что можно по-разному находить подходы, и, соответственно, можно находить подходы к президенту, что, ни в коем случае президент не может поддаваться, на давление или влияние страны, с которой ведут они в настоящее время войну, гибнут люди. С чем это связано? Как ты думаешь, связано ли это то, что
Зеленский погряз в вот этих коррупционных или олигархических каких-нибудь, не, как бы, я не влезаю в украинские дела внутренние, но меня касается чеченская тематика и чеченцы, которых незаконно начинают преследовать. Я этим занимался в Москве. Нас много лет преследовали, и я сейчас вижу, что Украина точно так же повторяет путь России. Более лайтс-версии, в мягкой версии, их там пока не убивают, не калечат в тюрьмах, пока только вот таким способом пытаются. Что делать, как быть, как обычно тебе вопрос, Гарри? Ну, вопрос сложный. Я тебе так скажу. Секрета большого нет в том, что Россия, Путин хочет внести раскол в Украину. У него это получается. Он хочет внести раскол в Америку. У него тоже это получается. Наше общество расколото. Одним или другим способом он это делает. Вот в данный момент он это делает опять за счет чеченцев, за счет патриотически настроенных украинцев. И у него это получается. Явно, что в Украине есть огромная пятая колонна. Явно, что есть люди здесь, которые коллаборанты. Понимаешь, от этого никуда не уйдешь. С этим надо бороться. И сегодня украинское общество борется с этим. К сожалению, чеченцы стали опять вот этой разменной монетой, или те, за чей счет это происходит. Ну, ты знаешь, я из такого рода, что мы это тоже много лет испытывали на себе, когда мы попадали, нас использовали в разборках между другими. И ничего ты поделать не мог. Ты был таким вот инструментом в их руках. Инструментом второго сорта, да. Это я вижу. Конечно, я не могу, я считаю, что неприлично мне критиковать президента Украины, так как я гость в этой стране. Но мое личное, опять же, у меня нет никаких доказательств, никаких примеров, но мое личное чувство, что, конечно же, президент Зеленский в очень сложной ситуации, чрезвычайно сложной ситуации. Я даже не знаю, зачем ему, но он был любим и обожаем всеми, кто вообще говорил по-русски, обожаем этот был человек. Талантище. Зачем ему это надо было, я не понимаю. Ну, может быть, из-за патриотических каких-то чувств, может быть, потому что он думает, что он может это сделать. Не знаю, это надо у него спросить. Но я понимаю, что он оказался в чрезвычайно тяжелой ситуации. Экономика в стране ужасная. Ковид этот калечит и убивает и людей, и бизнесы. Он вот попал в такое время. Да. Война с Россией. И еще эти олигархи, еще это НАТО, еще теперь и новая администрация пришла в Америке, которая, он говорит, подает снаряды нашим врагам России. Он уже в открытую это говорит. И, конечно же, он попадает в это и Европейский Союз, и Северный поток, и все. И еще патронного завода нет в Украине, еще снарядного завода нет в Украине, коррупция. Конечно же, он в сложнейшей ситуации. И, наверное, это чеченская проблема для него где-то номер 48. Но эта проблема 48 может стать проблемой номер 1. Как ему не делать олигарх? Понимаешь, у нас же тоже олигархи. Возьми Google, возьми Facebook, это люди, Гейтс, Цукерберг. Возьми их все, а это тоже олигархи у нас. И президент должен с ними считаться, он должен с ними разговаривать. Хотя он понимает, вот Трамп понимал, что они его свергают, что они его сносят. Вот все наши медиа, большие компании, фармацевтические компании, военные компании, все эти Китай, он понимает, но он должен с ними иметь дело, он должен с ними все равно говорить, он должен как-то это, потому что это тысячи и тысячи рабочих мест, это налоги, это демократия.
И у Зеленского то же самое. Он не может просто так сказать им всем: пошли вы, знаете, туда. Да, Гарри, Все, ну вот можно это. из списка Но просто вычеркнуть этих людей, когда уже и парламент обратился, и люди уже говорят. да, попробуй их вычеркнуть. Они тоже, у них и парламент в кармане, у них и подкупленные чиновники. Как у Трампа. Он в ФБР говорит: делайте то, он говорит: ЦРУ делайте это, мне нужно то, это, а они сделать, а чиновники не дают это, средний слой не дает пройти. Один такой в поле воин. Если ты становишься диктатором, как Путин, то да, то, конечно, тебе ты приказал, и они сделали. А в таком, как бы там, тут там и министр внутренних дел имеет большую силу, и другие министры, и в парламенте есть люди, которые... Это, политика — это такое грязное, грязнейшее дело в мире. Поэтому, конечно же... Но я хочу... К чему я веду разговор? Я веду разговор, опять же, начинается это с чеченцев, или с евреев, или с армян, или с татар. Чеченцев и евреев начинается. Зеленские евреи, вот. Это чеченцы. Да. Начинается это с них. И казалось бы, да что там 6 человек? Ну что мы сейчас будем вот с ними связывать? Но эти 6 человек, знаешь, это пыль дорожная, это никто. Сейчас вот мы из-за каких-то там этих мордых, этих кавказцев этих, будем вот сейчас здесь революцию устраивать, или протестовать, нафиг нам это надо. Какие-то 6, наверняка они бандиты тоже, большинство. Наверняка у них ну тоже или есть... знакомы с бандитами, или в кафе или сидели пару раз там. Ну да, это знаешь, моя дочка мне как-то сказала, она говорит: я никогда прокурором гражданским не буду, я буду военным. Я говорю: почему? Послушай немножко. Говорит: потому что мне придется посадить половину твоих друзей. Понимаешь, ты не можешь, это как при Сталине, что ли? Мы теперь по ассоциации будем людей сажать, или вырезать их из фотографий, зачеркивать, что мы, мол, этих людей не знаем, потому что я где-то сфотографировал с ним, а он оказался шпионом, лазутчиком, вредителем. Да? Это, мы доведем эту систему до этого. Но что получается, я считаю? В чем тут опасность? Опасность в том, что эти люди, за ними тоже есть люди, и общество есть, что когда будут неприятности в обществе или колебания в обществе, эти люди займут позицию против власти. Потому что власть с ними обошлась так грубо. А они боятся. И все прекрасно знают, как сплоченно работает чеченская диаспора. Примерно как и еврейская, потому что мы уже поняли, что если мы будем не сплоченно работать, они нас уничтожат, они нас сожрут. И все грехи повесят на нас. Поэтому мы должны сплотиться и работать вместе. Поэтому в этом, я считаю, огромная опасность. Потому что тебе кажется, что эти люди ничего не значат, никто за евреев стоять не будет, никто их защищать не будет, мы свободны их бить и мудохать сколько угодно, но потом это перекидывается и на других, потом перекидывается на других, и заканчивается это все очень плохо. Поэтому вот эту вспышку с чеченцами в Украине надо погасить очень быстро. Гарри, чтобы это не разгорелось в пожар. У меня вот буквально после нашего общения будет сразу стрим с украинским одним националистом, с Василием Лобойчук. Националист в хорошем смысле этого слова. Да, в хорошем смысле. Ну, я надеюсь, мы сейчас только знакомимся, будем общаться. И как бы вроде человек очень адекватный и мне импонирует. Пока, по крайней мере. Надеюсь, дальше тоже. И я как раз думал над этим вопросом, и возникает такая ситуация. Сейчас очень сильно чеченцев поддерживают, патриоты поддерживают, националисты поддерживают, правый сектор, там разные такие украинцы-патриоты поддерживают. И дело ведь не только же в одних чеченцах, что я чего-то опасаюсь, о чем думаю. Вероятно, кто-то может воспользоваться ситуацией с чеченцами для того, чтобы там как-то навредить Зеленскому. Не для того, чтобы соблюсти законность, убрать чеченцев, а именно и потом в итоге может получиться так, что да, выйдут люди, пройдут митинги, хотя я за то, чтобы выходили люди, это нормальный демократический процесс, мирно выходить, мирно требовать свои какие-то, выдвигать свои требования.
Но может получиться так, что из этого мирного произойдет какой-то немирный инцидент, и потом крайне окажутся чеченцы и еще в худшем положении, чем сейчас. Хотя сейчас можно как-то разговаривать. Абсолютно. Это могут быть провокации, могут Провокации, быть что угодно. совершенно Да. верно. Послушай, эти технологии настолько отработаны в России, настолько отработаны Путиным, что они происходят везде по всему миру постоянно. Да. Постоянно. Он постоянно знает, как этим делать. И вот в связи с этим вопрос. И хорошие, Гарри, добрые люди на это ведутся. Вопрос. Стоит ли выходить, стоит ли митинговать? А если стоит, то как? Подожди. Вот нет, подожди. Конечно, стоит. И митинговать стоит. И, мирно, конечно же. И не мирно стоит митинговать, и мирно, и не мирно. Но все это должно быть последовательно. Сразу сносить власть нельзя. Конечно. Просто потому, что она сделала какую-то ошибку один раз или что-то пошло не так. Сразу выходить и сносить власть, это тоже не годится, потому что мы будем сносить одну за другой. На сегодняшний день, вот где сегодня стоит ситуация, то идут суды идут, идут разборки в парламенте, там парламентарии спорят друг с другом на эту тему. Эта тема не зашорена, где нельзя ее обсуждать в телевидении, она обсуждается. И поэтому пока это происходит, то в принципе мы в рамках закона. К сожалению, демократия это не идеальная вещь, и она не всегда срабатывает. Конечно. Но пока что это все в рамках демократических процедур, да. И пока что эти ребята, они не могут заниматься бизнесом, они не могут там счета вести, выехать за границу. Понятное дело, что они страдают из-за этого сейчас. Но такая наша судьба, да, вот так бывает в жизни. Жизнь не идеальная вещь. Ну, ты знаешь, что наш народ, он все равно выживет, он все равно выкрутится. Тогда его брат берет его место, он занимается бизнесом. Тогда, если куда-то надо ехать, товарищ его едет. Они продолжают подстраиваться под систему. Ну, конечно же, это забирает много энергии, это забирает много денег, потому что нужны юристы, нужны суды. Эти люди, я думаю, мое впечатление, тех, кого из них я знаю лично, не один год, да, я знаю, что эти люди непоколебимы, что подкупить их, ну, насколько я понимаю, невозможно. Сломать их тоже. Это люди, которые прошли войну, это люди, которые прошли статусы беженцев, это люди, которые были изранены, искалечены. Они уже все прошли, уже и огонь, и воду, и медные трубы. Их просто так голыми руками ты не возьмешь. И подкупить, согнуть, запугать их невозможно. И, может быть, поэтому они и попали в эти списки. С одной стороны, их невозможно подкупить, с другой стороны, они опасные. Они опасные для чиновников, для коррупционеров. Ну, для России в первую очередь. И для бандитов, и для России, и здесь, слушай, в Украине тоже есть и предатели, и чиновники. В России тоже есть, в Украине тоже есть Россия. Да, и коррупция, ты не поверишь, но в Украине есть коррупционеры тоже. Поверю. Я знаю, что это клевета, но они встречаются здесь тоже. И эти люди для них опасны. Они для них опасны, и от них надо избавиться. Поэтому очень легко чеченца взять по российской методике, объявить его террористом, объявить его бандитом, вором в закон, вставить в список. И, наверное, они рассчитывали на то, что это пройдет легко. Никто не заметит. Но поднялась волна. И теперь они начинают показывать пальцем друг на друга. Нет, это не мы, это они. Нет, мы тут ни при чем. Вообще в списке нам кто-то другой дал. Вот это министерство, то министерство. Все, началось уже, эти крысы начали суетиться. И я надеюсь, что украинское общество будет продолжать. Тут и правозащитники, они выступают здесь, и это показывают по телевизору, они спрашивают вопросы. И украинские националисты, в хорошем смысле этого слова, патриоты.
правозащитники, волонтеры, негосударственные организации, они поднимают эти вопросы, они их обсуждают, они задают вопросы. Поэтому волна пошла, буря пошла. Поэтому вываливать сейчас на улице, конечно, еще рановато. Но если, как в американской конституции работает, если не работает правосудие, не закон, закон и правосудие – это две разные вещи. Если не работает правосудие, люди выходят на улицу, люди находят. У нас избили, допустим, там, вот в мои годы молодые, там избили, я помню, какую-то группу гомосексуалистов, которые собрались в баре, никого не трогали, там, занимались танцевали, я знаю, целовались, что они там делали. Они никого не трогали, они были в своем баре. Забежали туда полицейские, побили их, арестовали. И тогда люди вышли на улицу и сказали, это неправильно. Это неправильно, они никого не трогали, это их личная жизнь, они никому вреда не приносили, и все. Сегодня, правда, другое. Сегодня у нас гомосексуалисты могут побить трамписта, и это нормально. Но не важно. И поэтому люди выходят на улицу. Все, они выходят на улицу и мирно демонстрируют. Если власть их опять не слышит, то да, они могут применить насилие над властью. Почему у нас власть немножко так боится, хочет забрать оружие у всех? Потому что у нас сегодня власть, она боится, что народ может быть недоволен ими до такой степени, что они могут выйти на улицы с оружием. И это хорошо, что власть должна бояться народ, а не народ власть. Власть должна бояться народ, а не народ. Это отличие от диктатуры и демократии. В демократии власть боится народа и отвечает перед народом, а в диктатуре народ боится власти. И Украина на сегодняшний день очень хороший пример демократии. Власть суетится, она побаивается. Хороший признак. Народ может быть недоволен. А побаивается еще, что народ недоволен не за себя, а в принципе за другой этнический народ, который воевал за Украину, который воюет за Украину. Маленькая этническая группа, которая в принципе не имеет большого значения. 6 человек, 10 человек, 100 человек, 1000 человек. Для такой огромной страны, как Украина, это не должно поднимать такую бурю. Но в демократическом обществе даже один человек должен привлечь, даже один человек. Посмотри, что у нас творилось из-за одного этого Джорджа Флойда. Да? Даже один человек должен иметь значение, и власть должна понимать, что это опасно, что это может привести к таким же последствиям, как у нас это произошло. Поэтому я считаю, что украинский народ поступает сейчас правильно, украинское общество показывает, что они правда общество, что они не быдло, не крепостные, и даже готовы защищать другой этнос. Просто потому, что с ними поступают нечестно, неправильно свои же. Да, совершенно верно. Гарри, спасибо тебе за то, что согласился ответить. Спасибо тебе. Обязательно еще мы с тобой продолжим наши с тобой беседы. Всегда обязательно будем обсуждать. Спасибо большое еще раз. Как там лозунг идет? Все будет Ичкерри. Все будет Ичкерри. Все будет. Пока. Слава Украине. Героям слава. Завтра у нас 4 июля, так что God bless America. О, поздравляю, кстати. Завтра еще поздравлю. Независимости. God bless America. Пока. Обнимаю тебя. Пока. Bye-bye. Bye.